всех видеть в зале ожидания. Количество людей у нас уменьшилось. Вот мне справку дали. 15 февраля 2023 года в 15:00 в штабе аэропорта Махачкала было зарегистрировано 320 заявок. Мы приняли только 154. 70 человек почти опоздали. Одни на 2 минуты, другие на 3 минуты. Но самое главное пунктуальность, поэтому мы к проекту их не допустили. Сейчас мы дали справку, что у нас количество участников 65 человек. И мы начинаем второй этап. Голосовать вы сами будете. И когда мы еще список проверяли, там получилось у нас молодежь считается до 35 лет. У нас есть 45 лет, есть 40 лет. Им придется, мы вас выслушаем, да, но придется покинуть. Но вы можете участвовать сразу в втором проекте. Второй проект он будет в Дербенте, это связано с Лунем. Сейчас слово предоставляем Загид Гаджиевичу Хучбарову. Ну, лекция была очень хорошая. Я тогда говорил первый день, что вот этот проект, который запускает депутат Государственной Думы Хизри Магомедович, будет иметь большое значение. Я думаю, это проект, его крик души, это никакой не его бизнес, это желание вовлекать молодежь, чтобы вы думали над разными проектами. Я думаю, он этим проектом хочет как бы апробировать вот эту форму управления. Это получается как бы коллективная форма управления проектом. Еще раз, я думаю, это будет иметь последствия далеко идущие, и вам нужно в нем очень активно участвовать. Сегодня я скажу, что этот эксперимент должен быть доведен до конца. Он должен быть изучен после того, как проект начнет функционировать, с целью распространения на другие проекты. Вот Хизри Магомедович сказал, что в Дербенте есть еще проект. Поэтому очень важно вот здесь отработать методику управления проектом. Есть такое понятие методика, если отработано на небольшом проекте, методика успеха, он и пригоден и для большого проекта тоже. Ну, тот раз я вам обещал эти книжки тоже. Вот я несколько штук принес, я положу, кто-то, может быть, соберет, и, может быть, кому-то будет полезно. Вот просто прочту две, а потом я вам комментирую это. Вот здесь присутствует Шамиль Гимбатович, человек, который тоже очень близок к разным технологиям. Вот одно высказывание. За отставание в технологиях всегда расплачиваются ресурсами. Сила не в ресурсах, а в умении превращать их в новый товар. Просто вот это комментирую и на этом прекращу. Вот представьте себе, у любой страны в Швейцарии покупают металлическую кувалду весом 5 килограмм за $5 и выпускают часы стоимостью $1 миллион. Вот что такое уметь что-то делать. Вот больше не буду отвлекать от проекта, значит, все сосредотачиваемся на проекте. Вам успехов выигрывать в этом проекте. Я принес вам некоторые задачи, 2-3 минуты я просто их перечислю. То, что сейчас происходит, действительно историческое событие. И это историческое событие связано именно с новым направлением в мире науки и технологий. И его от имени своего комитета Государственной Думы возглавляет Хизри Магомедович. Я неизлечимо болен детьми и 50 лет пытаюсь достучаться до бубенчиков детей, которые могли бы зазвенеть. В будущем, после Дербентского, после еще какого-то, мы найдем круг задач, в которые будут без памяти влюблены дети. Не зная, каким образом увлечь детей, я придумывал самые невероятные, иногда совсем парадоксальные методы. Я в Америку возил этот инструмент. Это один из самых старых инструментов, которые вообще когда-либо сохранившие свою силу, только это. Вообще, первая была монохорда, и в Америке мне показывали все когда-либо звенящие
инструменты. Но такого не было. Такого не было. А задача какая? Вот эта штуковина называется резонатор. Колебания делается из кишков молодого козла. Их сушат специальной технологией. Здесь музыкальная шкала. А задача какая? Под голос человека подобрать такой тембр и такое пение, которое помогает певцу дополнительный подъем энергии почувствовать. В заключение я хочу сказать, что у меня, как и многих людей, есть хобби. Я собираю проклятия на аварском языке. Расул Гамзач мне говорил: ты что, а зачем? Я говорю: скажите любое аварское слово, я вам дам созвучное, поэтическое, выразительное проклятие. Он говорит: ну ладно, я такой толстый мужик, ну давай чех. Я говорю: чех, бикхагидур, туахаги, хватик, анцаги, анквацхирши. Он говорит: хватит, мне кажется, вообще со мной что-то происходит. У каждого человека должно быть хобби. Я люблю вас всех, детвору, и желаю вам удачи. Раз уж мы говорим про такой масштабный, интересный проект, и все, что как бы зарождается с момента концепции, связанное со строительством, в специфике процесса имеет определенную этапность. И сегодня я хочу рассказать про проектирование. Да, постараюсь говорить простыми словами. Базово можно разделить на 5 этапов масштабный проект, касающийся строительства. Все начинается с процесса задания, формирования мыслей технического задания и плоскости исходных данных, от которых мы отталкиваемся. Дальше идет процесс произведения изысканий, разработка концепции или фор-эскиза, как это раньше называлось, разработка проектно-сметной документации, ну и важный фактор — экспертизы этой документации. Что такое задание на проектирование, из чего оно состоит, в принципе? Базово, когда мы что-то планируем, мы, конечно, понимаем, чего мы хотим, поэтому важно разделить тут 3 части. Описание ТЗ — это наши требования, что мы хотели бы получить в той или иной ситуации из тех или иных планов и идей, которые мы имеем. Это допущение, которое, что там можно вообще осуществлять, и ограничения, чего нельзя категорически. Ну, соответственно, есть определенные подпункты, это структура, которая может быть дополнительно описана в этом задании, подробности какие-то, да, наших требований, технологии, которыми мы это хотим осуществить, и внимание к определенным деталям, если мы хотим какую-то изюминку в определенной вещи, она принципиально важна в этом задании, ее тоже необходимо, конечно же, учитывать. Если мы говорим про исходную документацию, ну, есть вещи, которые базово важны. Вот мы как бы построили такой ТЗ, чего мы хотим получить, но мы должны предоставить еще и документацию. Если это что-то образуемое на земле, мы должны предоставить правоустанавливающие документы на эту землю. Есть штука технические условия. Это условия, связанные с подключением инженерных сетей. Какие сети есть рядом, куда надо подключиться, куда подключить канализацию, откуда брать электричество и, соответственно, другие ресурсы, там газ и так далее. Если тепло, это теплоцентраль. Да? Перейдем к изысканиям. Есть 5 видов изысканий, основных базовых, которые проводятся перед разработкой какого-либо проекта. Это геодезические, геологические, экологические, геотехнические и гидрометеорологические изыскания. Это как базовые изыскания. После этого этапа, когда уже мы понимаем свойства, понимаем рельефы территории там, и так далее, это самое время уже как бы к проработке концепции того, как это будет выглядеть, потому что мы знаем перепады, знаем особенности, болото там или что там. Вот. Концепция тоже, вот, начиная от определенных каракуль, там,
рисунков. То есть это воплощение идей, нарисовать может ему даже ребенок. То есть есть огромное количество зданий, построенных на основании рисунка ребенка. То есть концепцию придумал ребенок, ее масштабировали и спроектировали. Поэтому не обязательно для того, чтобы сэскизировать, разработать какую-то там концепцию, быть там архитектором, проектировщиком и так далее. Это может быть базовая идея, которая трансформируется. Вот на следующем слайде можем посмотреть. Который может трансформироваться уже в какой-то там предмет. Это современная подача концепции, это визуализация. Вот, например, там, балийского отеля, допустим, да, этот отель на Бали, который строится тоже. Это так, как сейчас подаются концепции, есть уже программы, технологии, которые позволяют это все демонстрировать. Следующий этап после уже утверждения этой концепции – это разработка проектной документации. И тут, конечно, уже не все так просто, потому что проектная документация имеет большое количество разделов, начиная там, от пояснения текстового, заканчивая там, электрикой, инженеркой, там, охраной окружающей среды, разделами проекта, организации строительства, как это все будет осуществляться. То есть вот, базовые основные 10 разделов по 87-му постановлению. Это то, вот, как по чертежи в такие книги формируются. И это уже как бы полный завершенный проект, в котором каждый специалист отработал свою работу. И при строительстве каждый раздел ты открываешь и понимаешь, куда должен подключиться кабель, где должен быть фундамент, где там, какая должна быть отделка. Это уже в разрезе этих всех разделов. Ну и последний этап проектов – это экспертиза. Экспертиза проектной документации. Это обязательная процедура для масштабных проектов. Есть проекты, которые не подлежат экспертизе в нашем законодательстве. Это ряд случаев, например, индивидуальные жилые дома, которые не подлежат экспертизе проектной документации. Это общественное здание этажностью по двум параметрам. Не более 2 этажей общественное здание не подлежит экспертизе. И общественное здание площадью не более 1500 квадратных метров также не подлежит экспертизе. Еще добавлено сейчас уточнение, это общественное здание с пребыванием, с одновременным пребыванием не более 50 человек. То есть если более 50, уже необходимо проведение экспертизы. Ну и производственные здания, которым не требуется санитарно-защитная зона, которые не вредны, там небольшие там, какие-то склады там, и так далее, они не требуют экспертизу. А, например, забойный какой-то цех, хоть он и небольшой, как бы он имеет санитарную зону, то это специфическая вещь, она требует проведения экспертизы. Есть 2 типа экспертизы. Это государственная и негосударственная экспертиза. Все проекты, которые осуществляются с применением там, частных инициатив и применением внебюджетного финансирования, проходят негосударственную экспертизу. Все объекты, связанные с бюджетными средствами и важные социальные объекты, тоже обязательно прохождение государственной экспертизы. Это уже экспертиза, которая регулируется государством, это государственный орган. Частная экспертиза может быть просто принадлежать какой-либо компании. Вот базово про как бы, процесс проектирования, чтобы каждый был в курсе. Если есть вопросы? Сегодня занимаю должность руководителя казначейства Республики Дагестан. Ну, мы являемся чисто операторами, да, санкционируем те или иные платежи, которые нам готовят, присылают органы исполнительной власти, плюс те агенты, которых выбирает то или иное министерство как подрядчиков или субподрядчиков. Это чуть-чуть другое, это чисто бюджетные деньги. То, что касается бизнеса, по опыту работы в правительстве могу сказать, что у меня тоже проходили встречи с такими бывалыми предпринимателями, которые уже как-то стоят на ногах, и всегда возникал вопрос, мало внимания со стороны правительства на развитие предпринимательства. Хотя в органах исполнительной власти есть такие структуры, как агентство по предпринимательству, есть корпорация развития Дагестана. И, в принципе, расписывая бюджет, мы всегда там закладывали какие-то средства, которые могли бы пойти на помощь развитию бизнеса, и малого, и среднего бизнеса. Есть такая по линии Министерства труда и социального развития программа социального
в 2021 году была программа, там, по-моему, от 50 до 100 тысяч рублей. Маленький бизнес, да, получается. Это для поддержки и неработающих, и для поднятия какого-то небольшого бизнеса. 1 миллиард рублей было в бюджете, это федеральные деньги. Эти деньги были, ну, они невозвратные для подъема, для развития бизнеса. Просто это тоже надо было реально показать, да, эти деньги были распределены. И наверное, кто-то открыл какое-то предприятие, там, грубо говоря, такое небольшое предприятие, там, пекарня, я не знаю, там, шиномонтаж, вот, на таком уровне, чтобы были, ну, эти деньги были невозвратные, они были как субсидии, они, просто за них надо было реально сделать эту работу и получить. Говорить, что нет денег, механизмы есть разные. А в порядке того, что конкретные случаи, я просто предлагаю, максимально помогу обращаться, сейчас говорить так общим, какие есть. У каждого есть какой-то бизнес, подойти, подскажу, где-то, может быть, вместе с вами пойду, там, постараюсь тому или иному министру попросить, объяснить, чтобы поддержали. Ну, главное, чтобы грамотный бизнес-план был, проектно-сметная документация. С этим тоже можно помочь. Эти тоже есть, которые делают, компании, которые разрабатывают бизнес-планы. Поэтому для развития и для поддержки я открыт и готов всегда сопровождать телефон, я могу оставить и буду рад помочь. Так, сейчас у нас будет 5 минут перерыв, и потом начнем.